Глава Якутска Айсен Николаев провел второе совещание по предупреждению и ликвидации паводковых вод в Якутске с участием коммунальных и аварийно-спасательных служб города и республики. По расширенному прогнозу, в Якутске в этом году вскрытие реки Лена ожидается после 15 мая. По сравнению с предыдущими пару лет, паводок ожидается более сильным. Большое внимание уделяется местам возможного обрушения берега. Под угрозой ряд жилых домов в Хатасах и в Пригородном. Все присутствующие рапортовали о полной готовности всех экстренных служб к предстоящему вскрытию реки. Мы получили расширенный прогноз по вскрытию реки Лена в районе города Якутска. Оно произойдет где-то начиная с 15 мая, ожидается. Мы ожидаем, что паводок будет все-таки более сильный, чем предыдущие несколько лет, в связи с тем, что толщина льда у нас на 30 сантиметров где-то в районе города Якутска больше нормы. И сейчас среднесуточная температура и апреля, и мая она будет превышать средние многолетние значения. Поэтому сейчас особое внимание мы уже уделяем подготовке к паводку с точки зрения оборудования пункта временного размещения, с точки зрения подготовки ПГС, песка для тех сооружений, которые, может, нам придется временно делать так. Готовимся мы также уже к отгону скота. Все эти места уже оборудованы. В целом хочу сказать, что, конечно же, особое внимание мы должны уделять также местам возможного обрушения берега. Это у нас под угрозой ряд жилых домов есть в Хатасах и в Пригородном. Сейчас силами пригородных администраций и управления промышленного округа сейчас ведется как раз подворовый обход, который мы должны завершить до конца следующей недели, после которого у нас будет понятно, сколько конкретно людей проживает именно в зоне возможного затопления. Очень важный вопрос для всего города – это вопросы водоснабжения. Здесь работы будут по линии водоканала проводиться. Считаю, что, конечно же, ухудшение качества воды, оно в этом году неизбежно. Надеемся, в следующего года, когда водозабор начнет работать, эта проблема уже останется в прошлом. Но в этом году водоканал, в том числе с помощью водовозок и так далее, как он обычно это решает, в первую очередь все социальные объекты будет решать. Ну и в целом эта проблема, еще раз говорю, традиционно у нас схема выстроена, как это отрабатывать, и она будет в этом году тоже задействована. При подготовке к паводку особое внимание следует уделить обеспечению города качественной питьевой водой. В объекты социального значения воду будут завозить по заявкам. В учебных заведениях подготовлены специальные емкости для чистой питьевой воды. В случае подтопления будет работать водовозная техника. Служба спасения и представители МЧС напомнили о важности работы с населением и своевременном оповещении и информировании. Айсен Николаев призвал начальников управления округов и пригородов уделить особое внимание исполнению всех планов противопаводковых мероприятий.